Всем привет! Коротенький такой стримчик. Вот. Сами знаете, Ялта, фонтанов здесь. Вечер сейчас. Сел тут на лавочку. Немножко посижу сейчас. Проверяю еще. Кстати, проверяю, как качество. Тут что-то уже немножко начало. Привет, Гарри, привет. Что-то... Ого, беда. Второй раз уже. Ага, спасибо за лайки. Да, видать, чем больше людей, тем меньше, хуже качество. Что ли? Такой фонтан здесь шикарный. Ну, сегодня в Ялте плюс 16. Купался сегодня, нормальная вода, теплая. Не знаю, сколько точно градусов. Ну, 20-то, наверное, было. Да, ага, пошел. Спасибо. Город Ялта. Сегодня 13-е, четверг. Тут сижу вот на лавочке возле фонтанчика. Люди ходят. И там вот яхты стоят. Можно арендовать яхту и на ней покататься по морю, если есть желание, на волнах. Хотя сегодня волнения особого не было. Ну, небольшие такие маленькие волны. Медузу сегодня видел синюю. Ну, море чистое. Медуза была большая такая, короче. Ну, сейчас уже солнце спряталось, вон за горами, поэтому уже как бы вечер. Поэтому тут надо курточку уже одевать. А днем, в принципе, можно и в майке ходить, но в майке, шортах, но все равно ветерок такой, как бы. Яхта, ну, там почасовая оплата, не знаю, от 5000 и дороже, в зависимости от класса там. Времени там, аренда и так далее. Ну, что-то совсем одна или две их там стоит. Две яхты всего. Вон. Покататься, да. Ну, можно не на яхте, можно там на корабле. Корабль отплывает на Ласточкино гнездо. Ой, Ласточкино гнездо, да, правильно. И там где-то рублей 600-800 билет стоит. Двухчасовая где-то или полуторачасовая прогулка. Ну, там более комфортно, чем на яхте. Он как бы плывет. Можно, значит, наверху, там, где открытая терраса, на яхте находиться. А можно спрятаться там, если хотите, в закрытое помещение. Поэтому, так сказать, яхта, конечно, это дороговато для обычных людей, поэтому можно вот прокатиться на катере, теплоходе. Значит, сегодня погода вообще класс. Нравится. Завтра посмотрим, какая будет завтра погода. Ну, ничего пока заранее. Бар там есть. На яхте что-то есть, что-то было, по-моему. Я катался несколько лет назад. Что-то было вроде там, как бы, или не было, я уже не помню толком. Мы тоже плавали. Но вот на Метеоре, который с Ялты, комета корабль такой скоростной. На комете, на скоростном корабле, на воздушных крыльях, да, который вот поднимается над водой и так парит, да, но там был бар сзади, но там такая вибрация, что там ничего не охота вообще. Ничего не охота вообще. Там как раз сзади самая вибрация двигателя, и когда там находишься, а там еще и туалет, 2 часа с Ялты до Севастополя. Просто там, я не знаю, еще что-то выпивать, у вас просто выколбасит там.
Комета, да, судно на воздушной подушке, так вроде называют, скоростное. Сейчас не знаю, она вот в данное время осенью она в октябре плавает или нет. А так вообще плавала, да. А какое качество? Ага. Надя, привет. Привет. Смотрите, какая красота. В Ялте сегодня вечер 13-го. Ну да, тут сегодня уже купались. Я купался нормально. Первый раз зашел, вроде холодно, а потом второй раз начинаешь организм как-то адаптироваться, и уже не холодно. Я в воду зашел, сначала просто искупался, да, проплыл там, потом чувствую нормально. И второй раз зашел, там уже я и нырял, короче, с головой, и до дна, короче, поэтому можно вот сейчас как раз еще пока последние вот деньки, наверное, такие, да, бархатного сезона, когда можно покупаться, позагорать, вот таким вот образом. Поэтому надо успевать, кто хочет. Сейчас вот. Так, кто что пишет, почитаем. Я тут недолго вышел, ага, тут пока прошелся по набережной. Ну, народу немного, но есть люди. Я вот это всегда качество нормальное, спасибо. Ага. В Ялте это всегда люди есть. Всегда. В других вот крымских там поселках, там, наверное, уже и никого нету, ага. Если по веб-камерам смотреть, вот в Ялте несколько веб-камер, можете просто набрать Ялта, веб-камеры, и увидите сами состояние, какая на данный момент погода. Видно, сколько людей ходит, тоже видно, прямо в прямом эфире веб-камеры. Вот гуляют. Я тут под таким деревом шикарным. Ну, сейчас от солнца прятаться, в общем, смысла нету никакого, но все равно так вот посидеть тут, воздухом подышать. Вот смотрите, какие облака классные. Фонтан тут журчит. Прикольно. Ой, у меня оповещение вышло тут. Аполлинария Гордиенко выпустила новый видос свой на телефон. Я потому что стримлю, и у меня вот эти вот подписки мои, они, короче, вылазят, кто там новое видео выпустил. Так что можете туда перейти на сайт, на канал Аполлинарии Гордиенко, и посмотреть ее новое видео. Наверное, опять красоты поснимала, как обычно, в новых местах. Вот тут много вот. Кстати, вот тут вот много людей катаются на... Ой, встану немножко, разомнусь. То есть сидеть так засиживаешься, потом встаешь и это... Расхаживаться надо. Короче, надо двигаться больше. Смотрите. Фонтанчик. Тут какие-то детские аттракционы. Вот сейчас сколько у нас времени? Я 9 минут уже. Так, 5 часов 47 минут, да? Вот время. Вот такая вот сейчас атмосфера. Вообще классно, ветра нету совсем. В общем-то, штиль. И люди тут спокойно ходят. Ну, уже в курточках, естественно, потому что все равно от моря как бы такой прохладненький. Ветерок идет, поэтому надо курточку. Если вы вечером гуляете, обязательно курточку. Вот это морской порт. Морской порт. Значит, смотрите, там картина нарисована. Сейчас поближе подойду. А это вот это здание автокафе.
здесь находится. Мы здесь кушаем. Ну, частенько заходим. Качество нормальное, хорошее, вкусные. Бургеры вот эти вот всякие разные там делают. Мне нравится. У них особенно хорошие, знаете, вот эти вот как соусы, да, соусы мои очень вкусные. Смотрите, как на пеньке. Такие натуральные, не то что вот эти вот делают какие-то консервированные. Так, поближе я подойду, поснимаю здесь вот эту картину нарисовали. Написано Медведь Анатольевич Яковлевич. Вот, ветеран войны Великой Отечественной. Танк. Дорога памяти. Дорога памяти. Юнармия. Вот на этих роликах, пожалуйста, тут мило дело кататься. Потом вот эти вот скейтбук, как они называются? Сигвей. А сейчас вот эти яхты покажу вам. Электросамокаты еще тут. Короче, тут надо оба, когда идешь, смотреть, потому что могут просто наехать на тебя без проблем. Так, смотрим. Валентина. Ну, телефончики указаны, естественно. Звоним. Надо, говорят, написано паспорт иметь. Вот. Паспорт иметь. Ну, конечно, в море. О, утка плавает. Ну, моя утка, смотрите. Утка. На каждом из таких плавсредств вот номер, по которому звонить надо. Собачек выгуливают. Ух ты. Аж на мотоциклах ездят. Короче, езда без правил. Тут поэтому надо смотреть в оба. Так, вот еще яхта. Это уже будет покруче. Двухэтажная. Смотрите, какие вот эти вот высокие мачты. И здесь вот эти судна стоят на этом пирсе морвокзала. Несколько уток, кстати. Здесь фурунов. Так, надеюсь, качество более-менее. Кстати, рыбаков много. Сегодня на рейде видел. С утра они уже выплыли, и там где-то на лодках. Вот, смотрите, яхта, и на ней много-много вот этих удочек, спиннингов. Спиннинги. Персей, алмаз название. Вот этих вот катеров или яхт. О, песни поют. Ну, песни я заметил, что поют такие невеселые в основном. Большей частью, да. То есть, как бы сейчас особо не до веселья, поэтому селфи. Представляете, да? Какую можно сейчас фотку сделать шикарную на закате. Вот этот знак. Ух, акробатика. Ну да, здесь вот побегать самое то умелое дело. Кстати, много детишек. Ну, такой, как бы младший, наверное, младшего возраста. То есть еще дошколята в основном, которые не учатся. Еще ордена дружбы, кстати. Ялта, да?
такое название. И здесь вот вокруг голова, города побратимы. Я вот что-то заговариваюсь. Указаны. Вот здесь вот вокруг этого знака. Высокая такая штуковина. Мачта, да? Не случилось. Ну еще иллюминацию здесь вот эту вот новогоднюю не включили. Попозже, когда стемнеет, конечно, тут вообще по-другому будет. Прикольно. Но сейчас тоже прикольно, ага. Сейчас вот на закате. Сегодня вообще денек, конечно, вечер классный. Солнце было сегодня. Днем я даже успел позагорать. И вот еще одна яхта. Что-то она без названия. Яхта без названия. Может такое быть. Ну, сами видите, да? Люди есть. Так, почитать чат. Может, кто что напечатал. У меня тут это не постоянно. Я на обычную программу, стандартную, стримлю, поэтому здесь надписи пропадают. Да так, сбить могут, у нас тоже гоняют. Ну да, вот во многих местах как бы запретили катание, да, на этих электросамокатах, там на всем этом. Видите, да? А тут свобода, поэтому. Ну, ролик по уведомлению пришло тоже, но она пока в Телеграме рекламу дала. Дмитрий Милованов написал: хорошего отдыха и празднуйте, спасибо. Так, что давайте, там мужчина играет. Вот эти крылья. Сегодня уже дождик был. Там вот. На нашу Хайфу похоже Ялта. Да, прекрасно. Дмитрий Милованов. А Липецке сегодня наволочь, а вчера облачность. И утром было вообще шикарно солнышко. Хорошо. Супер, Ика. Почему у тебя получается стримить, а Вадим не может, не желает? Слушайте, ну вот у меня волна. Я здесь еще, когда был в июне, мы здесь были, да, в Крыму, я взял волну. Сейчас я только эту же симку вставил, крымскую волна, и вот заплатил деньги, и она работает без проблем. Не знаю, почему у него не получается. Я просто на телефон стримлю. Просто, ну даже просто в руке держу, поэтому стабилизации нету. И качания такие видны. Так. Так, где Айси? Это город Ялта, Крым. Привет, Айси. Привет. Давно с вами не общались. Так что я не пойму, почему Вадим Максимов не может так вот просто выйти. Вообще, смотрите, какая тут обстановка шикарная. Музыка играет. Отдыхающие есть. В принципе, видите, да, сколько? Не так уж и мало. Так, ладненько. Я короткий стримчик, там еще дела надо делать, идти след. Вот уже, смотрите, там включили иллюминацию. Вот на этом здании. Винторг, потому что надо заранее объявлять себя. Кофишка. Кофеек. Вот так вот вышли. Можно на улице посидеть. Смотрите, люди начинают продавать уже попозднее глинтвейн, лимонтир, зебра. Видели, кстати, зебр
ходят зебры, вот эти, которые деньги попрошайничают за фотку. И одна зебра идет такая, короче, и кучу прямо в руках. Я видел, как она деньги считает, пересчитывает в руке. Так. Ну что, возвращаемся на наше место, где вот я тут сидел. Сейчас присяду и закончу. Знаете, какая тут атмосфера сейчас классная. Не какой-то там iPhone там. За 100 тысяч рублей обычный телефон. За 20 тысяч. И вот удается снимать на него без проблем каких-то, стримить тоже, как сами можете убедиться. Так, дочитаю ваши комментарии, и мы пойдем уже дальше. Это был недолгий стрим. По-моему, в этом Винторге на витрине пробки разных почти с метр. Да, по-моему, было, да, ага, такое, да, что в Крыму уже могут приглашать русских. Я о делах политиков и войне. Ну, почему? Тут все, кто хотят, сюда приезжают без проблем. Гарри Орловский вчера смотрел концерт Земфиры в Тель-Авиве, Пугачева была Собчак. Да, ехали много туда народу. Так что вот такая атмосфера. Хотел вам немножко поснимать, постримить. Не буду задерживать ваше драгоценное время. Ага. Продолжение будет сегодня? Да нет, наверное, уже. Ага. Ладненько, все, давайте, пока. Ага. До новых встреч. Так, завершить трансляцию.